Здравствуйте. 2021 год в Чувашии указом главы республики Олега Николаева объявлен годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 80 лет назад в республике развернулся масштабный фронт, который стал одним из символов трудового героизма и особым событием в истории чувашского народа. В середине февраля этого года Союзом женщин Чувашии был объявлен песенный конкурс, посвященный подвигу строителей оборонительных рубежей. Об этом мы поговорим сегодня в нашей студии. Августа Уляндина, народная артистка Чувашской республики. Августа Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. В этом году организовано очень много мероприятий, посвященных строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В школах, в детских садах, высших учебных заведениях и на предприятиях. Снимают фильмы, пишут книги. Как вы считаете, в чем их главная задача и основная ценность? На самом деле есть такие события, которые невозможно забыть. Они с каждым годом приобретают особенную значимость. Мы помним всех героев Великой Отечественной войны. Мы помним всех павших, которые принесли нам победу. Но мы не должны забывать о тех людях, которые работали в тылу, которые внесли свой вклад в победу. И чтобы наши дети, внуки, правнуки помнили об этом. Это бесценно. Согласна с вами, Августа Васильевна. Предлагаю сейчас посмотреть фрагменты фильма «Строителям безмолвных рубежей» и вместе с телезрителями попытаться понять, как ковалась победа в тылу. Мама, вышлите мне белье, хлеба и картошки. Вы меня больше не увидите, как и я вас не увижу. Говорят, что и раньше во время рытья окопов люди умирали. Видно, и мне не придется вернуться домой. Из фрагмента фильма видно, что женщины составляли большую часть рабочей силы при строительстве рубежей. По имеющимся сведениям, их было не менее 75%. Это действительно так, поэтому также важно не только увековечить память о строителях оборонительных рубежей, но и нужно отдать большую дань женщинам, которые работали в тылу, не покладая рук, даже иногда теряя здоровье, иногда даже, наверное, теряя свою жизнь. Там ведь бывало столько много разных случаев, поэтому низкий поклон нашим женщинам, которые трудились. Песенный конкурс, который организовал Союз женщин Чувашии, тоже несет такую задачу. С момента его старта поступило более 30 заявок на участие, 9 музыкальных произведений с авторскими текстами и музыкой, более 10 текстов, под которые можно написать музыку. Работы присылали как на русском, так и на чувашском языках. Среди конкурсных работ выступления хоров, ансамблей, дуэтов, сольное исполнение. Предлагаю посмотреть сейчас пару работ, после чего вы, Августа Васильевна, сделаете свою профессиональную оценку. Хорошо. Хор, работу которого мы только что посмотрели, из Яльчикского района. Руководитель Геннадий Борисов вместе с Галиной Енекиной он написал музыкально-поэтическую композицию, которую исполнил хор села Байдыряково. Вам понравилась песня и исполнение? Да, конечно, потому что я этот коллектив очень давно знаю. Они на протяжении 20-30 лет несут искусство, занимаются, тем более это район, Яльчикский район, это самодеятельный хор, имеет звание народный. И то, что они настолько вникли в эту атмосферу, кстати, музыка потрясающая, стихи, которые пробирают аж прям мурашки по коже, поэтому этому коллективу низкий поклон. Они все сделали верно. И текст, и музыка, и вокал, и аранжировка. У них все совпало. И я действительно поверила. Они убедили. И настолько было по ним видно, что когда они исполняли вот это произведение, пропускали через себя. Это главное. Они помнят, они чтят.
они сделали свое дело. Поэтому этим ребятам, этому коллективу низкий поклон. Спасибо за высокую оценку, Августа Васильевна. Еще один участник, Вячеслав Климкин из «АЛЛАТРА», представил на конкурс песню «Рубеж» в 2 версиях соло и вместе с группой «Альтернум» в стиле рок. Предлагаю послушать. Вы не против? Да, конечно, с удовольствием. Расскажите, мы услышим ту жертву, которой дали жизнь, здоровье, холод, голод, не щадили себя в могилы. Здесь уже чувствовалась настолько вот эта боль, вот эта трагедия. Я слышала именно в ударном инструменте вот этот марш, нагнетание боли, страсти. Я даже не могла представить, что наши ребята из «АЛЛАТРА» могут сочинять и такие интересные произведения. Мне очень понравилось. Я думаю, это достойное произведение. Хочется отметить, что в конкурсе принимают участие и стихи. Свои работы прислали жители Чебоксар, Алатырского, Вурнарского и других районов Чувашии. На конкурс также прислали поэму «Блиндаж воспоминаний» его автора, члена Союза профессиональных писателей Чувашии. Вы знаете, самое интересное, ко мне даже, как в те времена, письма стали приходить на почту, в конверте. Некоторые откуда узнали только мой адрес, но это было очень приятно и отрадно. Я хочу вам сейчас прочитать одно стихотворение. Петр Яковлев. «Чимзерчиге. Эбеде энде вадалдым. Хальще щакна анландым. Анне тюсне нужине. Пыдарайман щарайне. Аслы вырчы кірлене. Пөдем халах щекленне. Пурде першинбек пулза, ширип чадымлық тупса. А те варжы херенче, а не уладыр енче, килде азанне гына, пахма пөчік шечуна. Хаяр, сиве, тыныбе, үкне кайык вежеймень, ут читрене шынныбе, кашчень өже, вішленмень. Аз илече ман анне, хай курзамен дүснене, хүделес чикки жинжень, пыдарман ачизенжень. Тавах асла ырва, мухтав хаман савара, паттырлых чавебеле выляза кулать тенче. Прямо аж слезы навернулись. Настолько проникновенно. Огромное вам спасибо за стихи. Петр Яковлев. Яна Косы, Яля. Августа Васильевна, как вы в целом можете оценить работу участников? Мы прослушали и песни, и посмотрели исполнителей. Вот вы зачитали стихотворение, которое прислали. Что вы можете сказать? Я хочу сказать слова благодарности, что наши жители очень неравнодушные люди, что они откликнулись на это мероприятие, на этот замечательный проект. Они настолько с душой все написали и отнеслись. Пусть пока их не так уж и много, но главное, нашлись люди неравнодушные, которые помнят свою историю, которые хотят чтить память. Я думаю, все у нас еще впереди. Конкурс же еще не завершился. Союз женщин Чувашии продолжает принимать творческие работы, музыку, стихотворения, песни на тему трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Наша программа подошла к концу. Августа Васильевна, спасибо вам большое, что пришли в нашу студию. Спасибо за беседу. Огромное спасибо, что пригласили. Так что будем работать и ждать новые произведения, песни, стихи, рассказы, все что угодно. Главное, чтобы это было от души. С праздником, дорогие телезрители, с Днем Победы. До свидания.